Навигация этого года оказалась удачной для всех подразделений компании «Алроса» на Ленской площадке. Например, стопроцентный результат на финише у судоходной компании «Алроса Лена». Водный перевозчик доставил заказчикам все заявленные грузы в полном объеме. Подробности у Сергея Евсюкова. Навигационная прямая для компании «Алроса Лена» вышла почти полноводной и 7-футовой под килем. План по доставке материалов различного назначения выполнен на 103%. К финишу в полном объеме пришли как нефтепродукты, так и товары иной номенклатуры, называемой профессионалами сухогрузы. Перевезли мы 462 тысячи тонн грузов, в том числе 124 тысячи светлых нефтепродуктов, налива. Перевезли это мы с помощью собственных судов, арендованных и привлеченных. В нынешней транспортировке грузов важную роль сыграл неудачный прошлогодний опыт, когда из-за мелководья в верховьях Лены по воде не пришли многочисленные материалы. Поэтому логистика нынешней навигационной компании была организована иначе. Весь удар пришелся на первые месяцы навигации. Поэтому с мая по август до снижения уровня воды компания смогла осуществить основную часть грузооборота и затем лишь постепенно довозила требуемый объем. Однако из-за резкого похолодания в октябре не все суда вернулись в Осетрово. 4 единицы флота, 2 теплохода и баржи остались на случайных отстоях ниже Усть-Кута. Необходимо отметить, что подобных случаев на реке в этом году около 80. Что касается «Алросы Лены», то для зимовки скованных льдом плавсредств компанией приняты все необходимые меры. Приняли людей на охрану, вывезли наиболее ценное оборудование, материалы. И весной сейчас разрабатываем мероприятия безопасного отстоя, весной будем проводить эти все мероприятия в действие. Опыт по освобождению судов ото льда есть, говорит Алексей Иванович, поэтому весной эти плавсредства вновь встанут в строй и приступят к новой навигации, планы которой уже известно будут не менее напряженными, чем нынешние. А в их решении компании помогут новые силы. В этом году флотилию «Алроса Лены» пополнили еще 4 судоходных единицы.